Петрович Чехов. Неудача. Илья Сергеевич Пеклов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью в маленькой зале происходило, по-видимому, объяснение в любви. Объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щукин. Клюет! Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай шестиный образ и идем благословлять. Накроем. Благословение образом свято и нерушимо. Не отвертится тогда. Пусть потом хоть в суд подает. А за дверью происходил такой разговор. Оставьте ваш характер. Вовсе я не писал вам писем. Ну да, будто я не знаю вашего почерка. Я сразу узнала. И какие же вы странные. Учитель чистописания, а почерк как у курицы. Как же вы учите писать, если сами плохо пишете? Это ничего не значит. Почерк в чистописании не главное. Главное, чтобы ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени. Что почерк? Пустое дело. Вот, Некрасов, писатель был. А совестно смотреть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк. То Некрасов, а то вы. Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он бы мне стихи на память писал. Стихи? И я могу вам написать, ежели желаете. О чем же вы писать можете? Ну, о любви, о чувствах, о ваших глазах. Прочтете, очумеете, слеза прошибет. Ну, а ежели я вам напишу поэтические стихи, дадите тогда ручку поцеловать. Велика важность, да хоть сейчас целуйте. Щукин вскочил и, выпучив глаза, припал к кухну, пахнущей яичным мылом ручки. Снимай образ. Идем. Ну? Немедленно секунды Пеклов распахнул дверь. Дети, Господь вас благословит, дети мои. Живите, плодитесь, размножайтесь. И я благословляю вас, мои хорошие, доченька моя Наташенька. Я вам отдаю самое свое дорогое. Берегите ее, любите, жалейте. Щукин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителя был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова. Попался, окрутили. Крышка тебе, брат, теперь не выскочишь. И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: берите, я побежден. Благословляю. Наташенька, дочь моя, становись рядом. Петровна, давай образ. Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило от гнева. Тумба! Голова твоя глупая! Да нет, что это, образ! Что так, Господи святый, что такое, что случилось? Учитель чистописания не смело поднял глаза и увидел, что он спасен. Мамаша в попыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Ложечникова. Старик Пеклов и его супруга Клеопатра Петровна с портретом в руках стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал. Роли исполняли от автора Зарема Сулейманова, Илья Сергеевич Пеклов, Олег Бугров, его жена Клеопатра Петровна, Рима Хусаринова, Щукин, Ренат Сулейманов, Наташенька